Вообще, на самом деле, институт семьи в Казахстане довольно интересное явление, и я думаю, что нет какой-то традиционной казахской семьи или традиционной любой семьи, будь то представители других этнических групп. Есть определенная практика жизни, а есть определенные стереотипы или какие-то восприятия. То есть даже когда мы говорим о том, какой должна быть в идеальном виде семья, то это тоже уже какие-то, больше декларации, нежели на самом деле практика. Мы проводили исследования всякие разные, и у нас мы видим, то есть первое, что мы можем утверждать, это то, что все-таки традиционная семья, то есть моногамная, с двумя родителями и с детьми, этот вид семьи, он есть и идеал, он и есть и практика. Но при этом есть уже большие изменения. Эти изменения, они не только последнего времени, начиная с 2017 года произошли большие изменения в структуре семьи и вообще в структуре ценностей, прежде всего казахского населения. И в целом был взят курс все-таки на семью с двумя родителями. И сейчас, когда мы смотрим на современную казахстанскую семью, мы видим, что многие тенденции, они были, во-первых, заложены изначально в том развитии общества, которое мы пережили, и, с другой стороны, на него влияет на то, какие семьи формируются и как идет процесс, это мировые тенденции. И, конечно, вот мы задавали вопросы и видим, что, например, если раньше, скажем, женщина, которая родила вне брака, рассматривалась как нечто, или с осуждением, или как бы немножко исключение, да, то сейчас, в принципе, и уже на мировом уровне введено понятие, да, семья с одним родителем, и, с другой стороны, в общественном мнении такого рода отношениям или к такого рода семье уже более спокойные либеральные отношения. Это уже мы видим, во всяком случае, у нас есть исследования 2014 года, 2015 годов, и мы видим, что, в принципе, такой вид семьи не вызывает отторжения. По статистике, я тоже на это обратила внимание, что значительное количество людей, которые разводятся, это люди старших возрастных групп. Как одна из проблем, конечно, то, что остаются дети без одного из родителей, чаще без отца при разводах. В таких семьях я сама сталкиваюсь, когда люди обсуждают или говорят, почему они развелись. Для них, наоборот, то, что уже дети выросли, родители уже им 50 и больше лет, и они прожили в браке часто и по 20, и по 25 лет, и как бы для многих просто брак исчерпал себя, и, соответственно, развод, он не всегда трагедия или какое-то бурное течение событий происходит, да. Есть уже люди, которые просто тихо расстаются, потому что, в общем-то, им неинтересно быть друг с другом. У нас большая идет атомизация населения. Атомизация – это значит индивидуализация. Люди, которые выросли в последние 30 лет, они в достаточной степени чувствуют себя индивидуалистски, и они не могут терпеть долго другого человека, который, как им кажется, наступает на их свободу, да, или каким-то образом игнорирует его интересы. Если раньше такого рода непонимание или противоречие не всегда заканчивалось разводом, то сейчас, в принципе, в связи именно с таким достаточно спокойным отношением к разводу, который мы фиксируем, эти сами случаи разводов и совершаются достаточно часто. С другой стороны, мы видим, что в отношениях между людьми к самому разводу, точнее, отношения начинают меняться. Это не конец жизни, это не трагедия, это, как я уже говорила, нормальное окончание отношений, и, соответственно, в условиях, когда люди ценят себя, свою работу или свои интересы, они к этому приходят естественным путем. И есть, конечно, разводы, скажем, связанные с именно формированием такой эгоистичной культуры индивидуалистской, которая предполагает, что обязательства, дети, потраченные деньги, в конце концов, на свадьбу или на другие вещи, они не являются сдерживающим каким-то фактором. Я бы, развела бы понятие архаизации и традиционализации. То, что я вижу, это больше всего, это не традиционализация, это архаизация. В научной литературе понятие архаики, архаизации связывают с большими социальными переломами, которые общество переживает, просто, можно сказать, травмами. И когда общество переживает травму, такое общество, когда теряет модель, ориентир, основу, оно пытается на что-то опереться, и, соответственно, чаще всего это именно архаическая форма. То есть
сильный прав, как бы слабых как можно гасить, главное решить свои проблемы за счет кого-то, то есть культ силы, он нарастает. Вот кража невест, да, это у нас традиция или архаика, да, я всегда ее рассматриваю как бы такая архаичная форма. Одни люди, в данном случае мужчины, они по какой-то причине присваивают женщинам роль товара, не знаю, как бы нечто такого, на мнение чего можно не обращать внимания, да, скажем. Это не совсем я бы связывала именно с традицией как таковой, потому что традиция это может быть там, как в «Кавказской пленнице», помните, молодые договорились, и потом вот там, значит, и она как бы с ним сбежала, сделали вид, что вот ее украли, да, это красиво, конечно. Но когда насильно женщины, девушек увозят, и потом насильно делают своими женами, ну, я не думаю, что это традиция. Для меня вот это вот в большей степени это как бы вот эти все даже не пережитки, слово пережитки такое советское, да, ну вот архаичные такие проявления, а там в глубине еще, может быть, еще хуже вещи лежат. И, соответственно, те же факты насилия над детьми и прочее, это же как бы все не случайно. Я сейчас думаю, насколько мы, общество, если наше достаточно развитое все-таки, да, общественные отношения у нас на высоком уровне, мы сможем вот эти архаические формы пережить и выйти на другой уровень, скажем так, или на другой формат отношений. А если это будет все разрастаться, ну, боюсь, что вот у нас как бы будет не самый лучший Казахстан, да, вряд ли кому-то, ну, то есть жить в нем будет не очень приятно, скажем так.